Так, здравствуйте. Прежде всего, поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Наверняка я с вами до Нового года не встречусь, так что сначала поздравляю с наступающим Новым годом и желаю в наступающем году всего наилучшего. Так, давайте приступим. Так. И пример 1. Пример 1. Так, дальше можно, пожалуйста? Так, пример. Вот, Значит, к незараженному телу, телам, соединенным проводником, подносят, не касаясь его, заряженную палочку. Значит, и здесь что происходит, с системой в этом случае? Что происходит с системой в этом случае? Так, давайте посмотрим вот так. Если мы... давайте я немножко не так нарисовал. Значит, здесь у нас работает явление электростатической индукции и поляризации. Так, допустим, у нас есть тело, которое подвешено на непроводящей нити. Обычно это бывает алюминиевая гильза. Так, и здесь мы подносим какое-то вот заряженное тело. Допустим, это тело у нас обладает положительным зарядом. Так, в этом случае под действием электрического поля вот этого нашей палочки, имеющей положительный заряд, происходит перераспределение зарядов. Да, вот в этой алюминиевой гильзе. Так, значит, отрицательные заряды, естественно, будут смещаться на сторону, близкую к палочке, так как они будут притягиваться к этому положительному заряду. Так, положительные заряды будут уходить от него. Так, и мы получим здесь вот такую картину. И здесь получается, что расстояние от отрицательных зарядов и от положительных зарядов до палочки будет разным. Хотя вот гильза фелом по-прежнему остается незаряженной, суммарный электрический заряд будет по-прежнему равен нулю. Но из-за перераспределения зарядов, так, здесь получается, что на обе стороны гильзы, со стороны электрического поля, вот палочки, будут действовать электрические силы притяжения и отталкивания. Но при этом из-за того, что отрицательные заряды расположены ближе, а положительные заряды расположены дальше, так, силы взаимодействия получатся не одинаковыми. Так, и если мы будем суммировать эти силы, то результат сложения у нас получится неравным нулю. Так. Понятно, что вот эта сила будет больше. Так, то есть получается, что силы притяжения преобладают над силами отталкивания. Так, и силам тогда у нас гильза будет притягиваться. Так, похожее явление мы можем наблюдать с электрометром. Допустим, у нас имеется, электрометр. К стержню электрометра прикреплен шарик. Так, здесь может быть, если электроскоп, то это лепестки, а если электрометр, то обычно бывает так, легкая стрелочка. Да? Так, и здесь на рисунке мы видим, так, тут подносим для разнообразия, скажем так, вот отрицательно заряженную палочку. Телом, электроскоп был не заряженный. Так, и он и останется незаряженным, потому что мы не сообщаем ему электрический заряд. И опять-таки тут происходит перераспределение зарядов. Так,
Значит, к отрицательно заряженной палочке будут стремиться положительные заряды. То есть шарик у нас зарядится положительно. Так. Ну вот стержень, нижний конец стержня, так, и стрелочка будут заряжаться отрицательно. Так, и в этом случае, так как они заряжены отрицательно, то будут отталкиваться. И мы будем наблюдать отклонение стрелки. Если же мы уберем палочку, то стрелка электрометра опять вернется в вертикальное положение, так как заряды будут распределены равномерно. Так, ну, я думаю, здесь вот с этим примером все ясно. Давайте перейдем к следующему примеру. Так, пример 3. Пример 3, пожалуйста. Угу. Значит, два незаряженных стеклянных кубика, 1 и 2, сблизили вплотную и поместили в электростатическое поле, напряженность которого направлена горизонтально вправо, как показано в левой части рисунка. Затем кубики быстро раздвинули и потом убрали электрическое поле. Правая часть рисунка. Так. То есть у нас стеклянные кубики. Как мы знаем, так, стекло это не проводник. Так. То вот у нас кубик 1, кубик 2. Значит, мы поместили здесь в электрическое поле, направленное вот таким образом. То в этом случае, давайте мы рассмотрим вот отдельно один из кубиков, что с ним будет происходить. Так. Значит, под воздействием электрического поля, значит, внутри вот молекул стекла, да, будет происходить перераспределение зарядов. Так, то есть, значит, мы молекулы вот стекла можем рассматривать как электрический диполь, имеющий два полюса, положительный и отрицательный. Так. И если у нас электрического поля нет, то вот эти диполи, они будут ориентированы беспорядочно. И в целом, значит, кубик не будет заряжен. Если же мы помещаем вот диэлектрик в электрическое поле, то понятно, что со стороны электрического поля на вот эти полюсы будут действовать противоположно направленные силы. Так, здесь детям можно объяснить вот направление линии напряженности электрического поля, откуда куда идет. Значит, если мы будем идти к началу линии напряженности, то где-то там далеко мы найдем, скажем, вот так, положительные заряды. Так, если же мы будем вдоль линии напряженности идти направление, значит, линии напряженности, то где-то очень далеко, там мы найдем отрицательные заряды. Так, вот. Если вот так объяснить детям, то тут становится понятно, что электрическое поле будет оказывать ориентирующее действие. То есть на положительный полюс диполя у нас будет действовать электрическая сила, направленная вправо, так, на отрицательный полюс будет действовать электрическая сила, направленная влево. Так, в этом случае, так, значит, понятно, что вот эти молекулы, диполи, у нас будут поворачиваться таким образом, что так, я здесь внизу, так, вот здесь видно, да, нижняя часть, чуть выше надо, да? Так, ага. Так.
то в этом случае, так, понятно, что вот эти диполи, они будут поворачиваться вот таким образом. Угу. Так. Ну, давайте так. Вот здесь, наверное, здесь видно, нет? Так. Да, я вижу. Так. Вот. То есть сами диполи, они не перемещаются, а просто поворачиваются. Так. К чему это приведет? Это приведет к тому, что так, вот эта часть, скажем, стеклянного кубика будет приобретать. Так, у меня какой заряд? Ой, я неверно нарисовал, извините, пожалуйста. Так, увлекся. Так, тут у меня положительные заряды, отрицательные заряды слева должны быть, а положительные справа. Так. Вот, исправляем быстренько. Так. Угу. То, значит, здесь у нас получится, что так, левая часть левого кубика будет заряжаться отрицательно, а правая часть будет заряжаться положительно. Но это просто из-за поляризации диэлектрика в электрическом поле. Но сами, еще раз повторяю, тут перемещение зарядов не происходит. Так, когда же мы будем убирать внешнее электрическое поле, то что у нас будет происходить? Так, под действием теплового движения, так, вот такая ориентация диполей под действием электрического поля так, исчезнет. И так, кубики опять окажутся не заряженными. Поэтому, если мы разведем кубики в электрическом поле и потом уберем, то все равно, значит, каждый из кубиков не будет заряжен. Понятно, да? Теперь так, рассмотрим другую ситуацию, когда у нас кубики так, состоят из проводящего материала. Так, значит, тут условие какое? Два незаряженных металлических кубика 1 и 2 сблизили вплотную и поместили в электрическое поле. Значит, кубик у нас металлический. То в этом случае, так, как мы знаем, так, внутри металла, так, имеются свободные электроны, так, которые могут свободно перемещаться между так, вот, атомами, да, атомами металла. Так. То есть атомы металла в этом случае они будут представлять собой положительные ионы. Так. К чему это приведет? Это приведет к тому, что так, вот на этой стороне кубиков, у нас будут накапливаться электроны. То есть вот эта сторона, левая сторона левого кубика будет заряжена положительно. Так. Ну а правая сторона кубика 2, из-за того, что отсюда ушли электроны, так, из-за недостатка электронов, так, здесь, значит, появится избыточный положительный заряд. Так. Суммарный заряд обоих кубиков будет равен нулю. Так. Если же мы разведем кубики, вот, не убирая электрическое поле, то что мы увидим? Так, вот, электрическое поле пока не убрано, то это означает, что так, распределение электронов так, здесь будет сохраняться. Так, и здесь недостаток электронов тоже будет приводить к тому, что так, будет здесь положительный заряд. Так, потом, если мы разведем в электрическом поле так, и уберем, то окажется, что так, здесь будет в этом кубике избыток электронов, то есть этот кубик у нас будет обладать отрицательным зарядом. Так, ну а кубик 2 у нас
так как там недостаток свободных электронов, то получается, что он будет заряжен положительно. Так, ну, здесь, надеюсь, вопросов нет. Так, ну, ситуация довольно ясная. Довольно ясная. Так, идем дальше. Ну, вот, когда мы проверяем работу учащихся, то обычно вот задачи, качественные задачи, так, у них вызывают затруднения. То есть вот дети затрудняются описывать процессы, которые, правильно описывать процессы, которые происходят в той или иной ситуации. Так. При этом это касается не только электростатики, к сожалению, но и других разделов физики. Так, пример 4. Пример 4. Значит, две параллельные пластины больших размеров расположены на расстоянии d друг от друга и подключены к источнику постоянного напряжения. Вот, сделаем рисунок. Напряженность электрического поля в точках А, Б и С одинакова. Ну, это понятно. Как известно, так, между двумя параллельными заряженными пластинами возникает однородное электрическое поле. Однородное электрическое поле. Это означает, что напряженности в точках А, так, Б и С будут одинаковы. Потенциал электрического поля в точке А выше, чем в точке С. Ну, из рисунка мы видим, что правая пластинка у нас будет заряжена отрицательно, ну, а левая будет заряжена положительно. В этом случае потенциал будет определяться произведением величина напряженности электрического поля, которая везде одинакова, и расстояние, которое будет отсчитываться от левой пластинки, имеющей отрицательный потенциал. Так как расстояние до точки А больше, чем расстояние до точки С, то и получается, что потенциал точки А больше, чем потенциал точки С. Если уменьшить расстояние между пластинами конденсатора, увеличить площадь пластин, заполнить пространство между пластинами диэлектриком, то как изменится электроемкость конденсатора, его заряд, напряжение между пластинами, напряженность электрического поля внутри конденсатора и энергия электрического поля конденсатора. Так, довольно много вопросов. Так, похоже, что мы тут застрянем. Так, ну давайте начнем. Нам придется рассмотреть вот эти ситуации поочередно. Так. Допустим, мы уменьшаем расстояние между пластинами. Так, вот здесь можно писать же, да? То есть случай А, значит, D2, скажем, меньше, чем D1. Как известно, напряженность электрического поля, то есть электроемкость конденсатора, определяется, во-первых, материалом, диэлектриком, который находится между обкладками конденсатора, площадью пластин, и расстоянием между обкладками. В этом случае, если мы
уменьшаем расстояние между обкладками, то понятно, что С2 будет больше, чем С1. То есть электроемкость у нас увеличится. Теперь так, заряд. Так. Значит, заряд у нас будет определяться выражением для электрического заряда вот заряженного конденсатора. Да? Так, здесь я напишу как дельта фи, да? Дельта фи. То вот эта разность потенциалов между обкладками конденсатора будет определяться разность потенциалов вот, на полюсах источника тока. Сказано, что источник у нас постоянного напряжения. Источник постоянного напряжения, это означает, что вот эта разность потенциалов у нас не меняется. Так. Но мы уже выяснили, что электроемкость конденсатора, когда мы расстояние между обкладками уменьшаем, увеличивается, то в этом случае получается, что заряд на обкладках конденсатора тоже увеличится. Так. Так, что там следующий вопрос у нас? Заполнить пространство между... подождите, так. Напряжение между пластинами. Так. Напряжение между пластинами мы тут меняться не будет. То есть здесь у нас дельта фи останется постоянным. Дальше, так, заряд мы... Напряженность электрического поля. Напряженность электрического поля у нас будет определяться вот этим выражением. Так, в этом случае мы можем написать, что дельта фи у нас будет равняться Е умноженное на D. Е умноженное на D. Так как дельта фи у нас постоянная, дельта фи постоянная не меняется, D мы ему уменьшили, то получается, что напряженность электрического поля мы будем выражать вот так, да, дельта фи деленное на D. Так как D уменьшилось, то получается, что напряженность у нас увеличивается. Электрическое поле увеличивается. Так. Ну и последнее, энергия электрического поля. Энергия электрического поля. Так. Эта энергия электрического поля определяется, опять-таки, электроемкостью конденсатора, напряжением, вот, задаваемым источником тока. То в этом случае электроемкость, мы сказали, у нас увеличивается. То это приводит к тому, что у нас энергия тоже увеличивается. Это мы рассмотрели случай, когда мы уменьшаем расстояние между обкладками конденсатора. Теперь рассмотрим случай, когда мы увеличиваем площадь пластин. Площадь пластин. То есть это случай Б. S2 больше, чем S1. Но тут уже с электроемкостью ответ напрашивается сам собой, так как электроемкость конденсатора прямо пропорциональна площади одной из обкладок. Раз площадь обкладок увеличивается, то в этом случае понятно, что электроемкость тоже увеличивается. Электрический заряд в этом случае, опять-таки, на обкладках конденсатора будет увеличиваться из-за увеличения электроемкости, то заряд на обкладках конденсатора тоже будет увеличиваться. Так. Напряжение не определяется вот именно характеристиками конденсатора. Она задается здесь источником постоянного напряжения, поэтому источник разных потенциалов на обкладках конденсатора или напряжение на них остается постоянным. Так, теперь напряженность. Так. И здесь мы видим, что напряженность
значит, от площади обкладок никак не зависит. От площади обкладок никак не зависит. Так, и в этом случае, что у нас получается? Это так. Не меняется, да, вроде. Так. Ну, давайте вот это, так, мы с вами так подробнее посмотрим. Да, здесь это не меняется, то получается, что напряженность электрического поля у нас остается постоянной. Так, и энергия у нас опять-таки определяется вот этим выражением, то в этом случае мы видим, что электроемкость увеличилась из-за увеличения площади обкладок, то энергия электрического поля будет больше, чем во втором случае будет больше, чем в первом, да? Так. Теперь заполняем пространство диэлектриком. Ну, здесь, значит, так, что у нас получается? То есть тут подразумевается, что сначала конденсатор был воздушный. То есть диэлектрическая проницаемость воздуха, как мы знаем, так, равна единице. Когда мы заполняем каким-либо диэлектриком, то это будет диэлектрическая проницаемость диэлектрика будет больше единицы. Так. И отсюда очень хорошо видно, что заполнение диэлектриком, вот, пространство между обкладками конденсатора приведет к увеличению электроемкости. Так. Это же приведет к увеличению электрического заряда. Так. Но напряженность электрического поля здесь не изменится. Так. Ну энергия, запасаемая конденсатором, из-за увеличения электроемкости тоже будет увеличиваться. Так, ну, здесь вопросы есть? Так, там что-то пишут, да? Так, мне не видно. Угу. Так, ну, сколько минут осталось у нас? Так, ну успеем, да? Хорошо. Так, пример 6, пожалуйста. Значит, на рисунке показана схема электрической цепи, состоящая из источника тока, двух резисторов, конденсатора и катушки индуктивности. В начальном состоянии ключ длительное время замкнут. Что произойдет после размыкания ключа К? Активным сопротивлением катушки пренебречь. Так, ну давайте вот посмотрим условия. Значит, если схема всем видна же, да? Так. Если мы замкнули ключ, то понятно, что мы получаем цепь постоянного тока. Так, и в этом случае, значит, индуктивность катушки не будет играть никакой роли. То есть, так, вот рассмотрим ситуацию, когда ключ замкнут. И я рисую эквивалентную схему. В этом случае, что у нас получается? Как я сказал, значит, здесь индуктивность катушки у нас никак проявляться не будет, так как
в цепи будет идти постоянный ток, то в этом случае катушка индуктивности у нас просто играет роль проводника, через который идет электрический ток. И схема у нас получается вот такой. Вот на ЕГЭ вот эта ситуация должна описываться, как говорится, вот, сдающим экзамен, ну, в виде, скажем так, сочинения. То есть он должен это писать. То в этом случае так, у нас по цепи идет ток, ну, скажем, И1, да, И1. Так. Через конденсатор, как мы знаем, ток не идет, то он идет только через вот эти два резистора и, собственно, сам источник тока. Резисторы соединены последовательно, поэтому по закону Ома мы получаем, что сила тока в цепи у нас будет определяться вот этим выражением. Дальше, так, видим, что конденсатор, он подсоединен параллельно резистору R2. То есть напряжение на конденсаторе будет равняться напряжению на этом самом резисторе. То есть это у нас будет вот эта сила тока по закону Ома для участка цепи. Силу тока И1 умножаем на напряжение резистора R2. Так, и у нас получается тогда вот такое выражение. Да, хорошо. Что произойдет после размыкания ключа? Теперь Б. Ключ разомкнут. То есть тут получается, да, вот эта часть цепи у нас исчезает. Так. И это означает, что да, вот резистор R1 и источник тока, они отключаются от этой части цепи. Так. И мы получаем попросту колебательный контур, содержащий активное сопротивление R2. То в этом случае, так, вот на конденсаторе была накоплена определенная энергия, так, и эта энергия будет выделяться в виде тепловой энергии на резисторе R2, Так.